начинать. Здравствуйте все еще раз. Сегодня здесь у нас состоится необычное событие. Это презентация клипа на песню о хакасском языке артистки филармонии Людмилы Араштаевой. Но мы проводим ее не в филармонии, а в прекрасно оборудованном медиацентре библиотеки. Ей отдельное спасибо за то, что нас сюда пустили, и вас, и у них есть все оборудование, чтобы мы это сделали красиво. Это наше совместное мероприятие. Не забудьте, пожалуйста, библиотеку тоже поблагодарить за своих сюжетов. Вот, я вам представляю наших гостей сегодняшних. Это солистка филармонии, заслуженная артистка Хакасии. Хакасии Людмила Араштаева. Автор текста песни, на которую сняли клип, Галина Григорьевна Казачинова. И можно, Людмила, я вас попрошу вашего гостя представить, потому что я с ним, к сожалению, не очень знаю. Наш замечательный журналист Анатолий Сутриков. Он работает у нас в редакции газеты «Хакас Чиры». Автор более 20 книг. Автор более 20 книг и человек, который очень хорошо освещает всех наших деятелей культуры, работников культуры, искусства и спортсменов. И просто человек, который владеет прекрасным языком. Большое спасибо. Просто я знала, что сегодня у нас будет еще один гость, который непосредственное отношение имеет к хакасскому языку, к его продвижению и к хакасской культуре. Поэтому... Карпов Венедикт Григорьевич Комиссаровсон, поэтому ничего страшного, здоровья ему крепкого. Я за него. Анатолий Григорьевич за него. Я уже рассылала, записала, еще раз напомню, что клип сняла проверенная уже команда в боях Хакас фильм. Это Юрий Курочка и Марина Тодоракова, авторы прекрасных фильмов «Читкан», «Я Хакас». Вы их всех прекрасно знаете, они вам передают большой привет. У журналистов всегда много работы, поэтому они в полях и сегодня не пришли. Вот. Я также уже сообщала, тоже еще раз скажу, что это была абсолютно некоммерческая идея, то есть в отличие от их предыдущих работ, это не были ни какие-то грантовые средства, не были никакие спонсорские, просто вот творческая идея, идея о том, что хакасский язык нужно пропагандировать, и в том числе и вот такими красивыми средствами, понятными на языке искусства. У Людмилы была песня, и у авторов песни. Ребята просто нашли время, клип снимали еще осенью, но понятно, что работы очень много, это делали его по техническим причинам совсем недавно, поэтому здесь вы увидите осень. Ну и чтобы долго не говорить, я предлагаю сначала посмотреть, а потом позадавать вопросы людям, которые, в общем, к этому непосредственно причастны. Язык хакасский мой, освещенный богородской травой, тосхлива назову шумящей тайгой и мудрой матерью, и носовикой. Не исчезай, кем стал я, и народ
кто это видит, потому что мы сразу хотели, вот у Людмилы было желание это все выложить в соцсети, чтобы как можно больше людей увидело, но мы придержали до официальной премьеры. Так что я нас всех поздравляю и предлагаю теперь, я думаю, у вас есть вопросы, просто когда будете задавать, пожалуйста, адресуйте кому конкретно, хорошо? Кто первый, кто второй? Пожалуйста. У меня вопрос к автору, конечно, песен. Я бы хотела знать, как долго создавались эти слова, вот эти именно песни? Они рождались долго или они спонтанно появились? Вот как вот это чудо появилось? Сказать... Давайте я вам на русском языке прочитаю. Людмила Александровна так сказала, впервые ознакомившись с песней, говорит, в зале всегда бывают люди, которые языка не знают хакасского. И поэтому желательно коротко, сжато дать на русском языке. И вот я постарался это сделать. Язык хакасский мой, освещенный богородской травой, Тосхылом назову, шумящей тайгой, И мудрой матерью, и несая рекой. Не исчезай, кем стану я, и народ мой. И вот однажды встретились с Людмилой Александровной. Она говорит, ну, Галина Григорьевна, как дойду до слов не исчезают? У меня, говорит, музыка-то идет, я должна петь. А у меня вот все сожмет тут в груди, говорит, я не могу. Я говорю, ну, я сама, когда этих слов дойду, говорю, и мне больно.
Но это пришло, и это я не могу обосновать, сейчас сказать, почему оно пришло. Пришло и все, и я написала. Пусть читатель, слушатель судит. У каждого, наверное, свое мнение будет. А сама песня создавалась слова, я не скажу, что это долго как-то, да вообще как-то судить, говорить, что там спонтанно, быстро, не быстро, вот оно все вперемешку идет. Ты пишешь одно, проза пошла, а потом хоп, пошли совсем поэтические слова, надо скорее выписать, я забуду, ой, забуду. Угу. Или почему-то вот 2 часа ночи, какой-то сакральный час, именно в 2 часа ночи просыпаешься, и вот надо скорее записать, а диктофона нет. Ну, до сих пор не могу приобрести диктофон. Так начитал бы Юсу, ага, а потом как подумаешь, что утром, ладно, утром запишу. Не, по каким-то каналам текло, убежала, уехала, уплыла, и все, больше ни разу не вернулась. И в этом плане вот так вот сказать, что да, вот спонтанно села, написала от и до, нет. Наброски, а потом раз, и это всплыло. А после этого вот эта книжка «Телемина Хайхазм», как на русский? Язык хакасский мой. Это, скажу, не 1 год. Это наброски. Вот Сергей Александрович сидит, он наш, замечательно наши стихи пишет. Я думаю, что и он подтвердит, прозу пишет Анатолий Егорович. Вот у нас Петр. Мне нравятся его стихи, да, его исполнение вообще безумно нравится. Вот. Все, кто творчеством занимается, не бывает так. Раз начал с этой буквы и закончил точкой в конце там аж 4-5 с припевом вместе песни. Вот эта задумка, это была поэма. И я вот эти слова «Язык хакасский мой», освященный Богородской травой, взяла эпиграфом. Но даже если на русском книга хакасская, я себе позволила такую вольность. А вообще, конечно, положено на хакасском. Эти слова, значит, «Ингулу ханазым терен телем, неме салбин тебем бертелем, хайхам хадаыз лин тирин, шоным арали слин телим, шарды баға бір телем, киберстер басқым телем, төйсістеріні арнап тілем, қанаттық өрліп түлем, ирбәнне ыстап түрлем, сіліне шапсып күлем, бөз шайянып төрен тілім, саңнан арсы түлем. Тілім арлим парсызым, шонымның жүре парызың, шіткеліксің, хурай парзың, қияларым қия парзың. И вот в воскресенье это мне звонит Алина с Алтая, наша студентка, она уже не 1 год здесь учится, Алина Кадыр, Кадыр, тут есть время фамилии, вот она тут сидит. Галина Григорьевна, а я ей вот эту книжку подарила. Сначала она рисовала что-то, ей напомнила вот эти хакасские, алтайские эпические произведения по стилю, по сложению. А потом она сказала, что у нее музыка уже как бы созрела, что я послушала. Я бросила все, жару бросила, забыла, что жара, я изнемогаю, лежу, вскочила, с правнуком принеслась. Вот в 230-м кабинете она, значит, это, за пианино. Вот, те слова, то, что я прочитала, мы определились. И музыка. Вот я не знаю, вот такое что-то поднялось, вот язык хакасский мой. Я просто на взрыв. И платочек-то не взяла, блин.
Ну, встретила, плакалась. Алина, меня вот музыка твоя заставила плакать. Но, к сожалению, не имею возможности послушать. Ну, ничего, я думаю, что это все еще созреет, на ноты это еще не поздно. Вот. И писала одно стихотворение, а получилось целая книжка. И я не виновата в этом, я даже не ожидала, не думала, я просто хотела стихотворение сделать. Ну что получилось, то получилось. Спасибо. Интересно, у меня вопрос к Людмиле Александровне Михайловне. Хотелось бы узнать и спросить. Когда создавался этот клип, на что вы опирались, чем руководствовались, на художественный образ курочки совместно? И почему преобладает вот именно такая картина, степь, мундиры, и вот с этим, любовь к родине, что вот именно, какая была символа? На что это? Я буду очень краткой. И знаете почему? Потому что, когда ты живешь в самом ядре хакасского языка, это село Устюг и близ лежащие маленькие деревеньки, которые разговаривают все 24 часа в сутки на хакасском языке, и когда по твоим жилам течет этот язык, ты понимаешь значимость, что такое для тебя язык. А что сподвигло? Все очень просто. Вначале было слово. Все, Галина Григорьевна начала, никуда не пойдешь. Вначале было слово, плюс композитор, который, я думаю, что это он, не зная языка, Анатолий Токмашов, ему, видимо, сверху дано писать хакасские песни. У меня есть масса песен его, и все в десятку. Понимаете? А что, то, что там эта картинка, вот вы знаете, я считаю, что это все свыше дано. Потому что все вот эти, какая Хакасия без курганов, да, степь, запах вот этой вот, даже тогда это снималось в октябре месяце, уже летели, скажем так, белые мухи, чуть-чуть так. Но все было, вот знаете, я тогда чувствовала, что именно вот сегодня, именно сейчас и никогда, ни раньше, ни позже. Язык, есть, знаете, на удивление, я хочу сказать, что недавно мы с Галиной Григорьевной по Топанову общались. Это совершенно литературный язык, который требует скрупулезного, так сказать, знания. И я шла навстречу Галине Григорьевне, меня просто распирала жуткая радость. Я шла и пела. Какое счастье купаться в своем родном языке. И то, что ты скажешь по-хакасски, ты никогда не сможешь вот достоверно, вот не... Эквивалентно, да? Да, эквивалентно. Вот я соприкоснулась, никого не хочу обидеть из авторов, ни в коем случае. Это тоже талант слышать. Чтобы ни в коем случае, а для меня это очень важно, чтобы перенести вот эту значимость хакасского текста на русский текст, и чтобы он соответствовал. И вот просто преклоняюсь. Опять же, знаете, когда я начала петь эту песню, Анатолий Токмашов мне сказал, что телемином, все время телемином, да телемином. А песня-то называется «Хакастель». Я когда Анатолия Токмашова, наш композитор Анатолий Токмашов написал. И вы знаете, когда я начала петь, думаю, что-то тут не то. И я быстро к первому источнику обратилась. В первом куплете я пела «Тамрам да щукшезм». И каково было мое удивление, когда я обнаружила не «Тамрам да». И я очередной раз порадовалась. Так, знаете, благоговейно, келейно я порадовалась, что когда ты знаешь язык, ты очень скрупулезно относишься к каждому слову, как оно пишется, что оно означает. Оказывается, не тамранда, в моих жилах течет кровь, а оказывается тамрмже. А тамрмже, знаете, по всем венам, по всем капиллярам вот этот язык, он течет,
он тебя царапает, он тебе не дает спокойно жить, он тебя заставляет чувствовать свою родную землю, свой народ, своих земляков, которые рядом с тобой живут, и любить их бесподобно. Вот По слову, в общем-то, как будто не понял, что все-таки создание клипа текст. А как ни крути, Петр Данилович, у вас то же самое, у меня очень много ваших песен. В начале было слово. Вот понимаете, в начале было слово, и никуда не пойдешь. А ручеек только оттуда. Простите, Петр Данилович, я не назвала вашу фамилию. Давно не общались. Газета «Хакасия». Газета «Хакасия». Людмила Александровна, вопрос. Вот создание клипа, это кому принадлежит идея? То есть вы стали инициатором? Вы знаете, я оговорюсь, я ни в коем случае, как говорят, простым языком. Я уже доживя до сегодняшних дней и имея такие почетные звания, которые есть у меня, я их не соотношу к себе. Я очень скромно это говорю. И знаете почему? Потому что, когда я вот это вот, я знаю, что для нас, для всех, хакасский язык. И зная текст, музыку и исполняя эту вещь, и сопереживая, я думаю, вот это должно быть, знаете, как Библия у человека, у каждого она должна быть, вот эта песня, потому что речь идет о хакасском языке. Я пришла, отзвонилась Юрию Курочке, и он с удовольствием согласился, и я просто очень благодарна этим ребятам, которые действительно, не считаясь со временем, не считаясь ни с чем, там, они просто четко делают свое дело, прославляют нашу землю, наш народ и, конечно же, язык. А вообще все быстро сложилось или по времени вот это долго? Я скажу честно, этот клип снимался 3 года назад. Но так как у нас мы сразу все сняли. Это было тоже давно, свыше, наверное, не наверное, а точно, наверняка. Шло, я когда впервые посмотрела клип, мне он понравился. Но, дойдя до 3-го куплета, там шло несоответствие текста с видеорядом. Я Юре позвонила, я говорю, Юрочка, вот надо... И он посмотрел, говорит, ну, на самом деле, да. И вот то, что вы видите там, вот где чаламы, вот эти вот повязаны, с этого момента это уже новая версия, то есть, опять же, уже в 10-м. Поэтому... И Юра, он тоже, знаете, молодец в том плане, когда ему скажешь смысл текста, произведения, он быстро все делает, у него как-то это... Ну, опять же, тоже, я говорю, ты же, Юра, у нас хакас. Поэтому очень радостно, что в наших творческих и, так сказать, как есть такие хакасы. Можно вопрос? Людмила Александровна, это, наверное, к вам вопрос. Когда смотришь на эту картинку, мы можем как бы чувствовать хакасский язык, только мелодику языка, не слова, не зная, да, языка. И наслаждаться этим языком, вот положенным на музыку, мелодика языка положена на музыку. Но, глядя на эту картинку, можно понять вас, я, во всяком случае, для себя сделала вывод, что здесь вы выступаете в роли хранительницы языка, хранительницы культуры, истории, ну и даже в целом, можно сказать, земли, да, хакасской земли. И этот ваш костюм, в котором вы были, очень органично туда вписался. Я бы хотела спросить, кто участвовал в создании этого костюма, кто его выбирал, кто смотрел вот эту картинку, как он будет на вас красиво и великолепно дополнять картинку степи, гор, миров и всего остального. Вы знаете, костюм был пошит гораздо раньше. Автор костюмов, 2 автора, это 2 сестры, сестры Душинины, Люда с Таней. И когда мы запланировали снять этот клип, я почему-то остановилась именно на этом костюме. Всегда надо слушать внутренний голос. И когда вот пошел вот этот видеоряд весь, я отсматривала,
я поняла, что я угадала. Ничто другое, вот понимаете, вот и как раз вот мы сегодня коснулись Топанова, да, я ведь сама ширинская, хас Ширина. Я родилась там, до 5 лет я там жила, но спасибо. Ну, это, видимо, тоже было свыше, и мои родители переехали в Аскизский район, и слава Богу. Если бы я не знала языка, конечно, у меня жизнь совершенно по-другому сложилась, но это было дано свыше. Это я теперь точно знаю. Я, знаете, когда уже новую версию начала смотреть, мы смотрели с сыном вдвоем, и я, знаете, я даже отпрянула. То есть я вообще себя не чувствую, что я там, что это я. Что-то идет такое, вот знаете, с космоса, что ты тут вообще не при делах. Что вот есть более, вот это, да, вот твоя земля, твои предки, твоя вот это вот. Даже был октябрь месяц, вы знаете, на удивление, я чувствовала, что ирбанот, богородская трава, она у меня прямо вот, она вот тут вот гуляла. И вот, кстати, Галина Григорьевна как-то мне сказала, оказывается, в 17 веке был последний хан Харуштай, да, что-то типа этого. Дело не... Но это все суммирует. И вот знаете, я всем говорю, надо вас всех возить в Ущуль. В Чахсухонах, вот в эти вот, начиная от Нижней Тюи, туда в эти деревеньки. Ведь, к сожалению, знаете почему? Я уже не беру в счет Орджоникидзевский район. Мой родной Ширинский район, там уже не разговаривают на кавказском языке. И вот я уже говорила, что на самом деле, знаете, маленькая река, могучая русская река Волга, она начинается с малюсенького болотца. И вот пока вот эти вот деревеньки, вот начиная с 4-й фермы, где родился Михаил Еремеевич Каунал, Верхняя Тёя, Устюль, Чахсыхонах, Лырсы, Карломаркский, Нижняя Тёя, вот если они будут жить, у нас язык никогда не закончится. Наши предки просто не позволят. Не знаю, что произойдет, но это произойдет обязательно. Я действительно очень... Я без волнения, без трепета. Это счастье. Это счастье купаться в своем родном языке. И знаете, я, может быть, отступлю от вопроса. Я недавно смотрела передачу по каналу «Культура» «Ижорцы». Про ижорцев рассказывали. Это финно-угорская группа. Ну, все, наверное, знают, что у меня мама относится к той группе финно-угорской. И их осталось всего 2000. 2000 всего ижорцев осталось. И вот это искусство элит, которая вела эту программу, она сказала потрясающие слова. Понимаете, говорит, не нужно уповать ни на какое государство, ни на кого. Нужно, есть такое понятие, как гражданский долг. Если ты хакас, ты обязан знать свой язык, хотя бы на уровне общения. Не то, что там очень долго, это сложно. Но на уровне общения, я думаю, боже мой, какая совершенно правда. Если ты хочешь сохранить свою культуру и свой народ, садись, вышивай орнамент, что-то ты делаешь в том плане, не жди никого, когда кто-то там, сиди, учи ты там. Садись, учи, ты обязан это делать. Вот это мое мнение. Простите, если что-то я... Нет, вы ответили на вопрос, спасибо. Можно вот знаки какие-то были? Вот вы говорите, свыше, вот что-то было такое, что вам запомнилось, что вы правильное дело делаете? Вы знаете, я начала петь с 5 лет. Я еще не знала хакасского языка, начинала петь песни Зыкины. А потом, когда я узнала хакасский язык, потом время обучения вузов и так далее, потом наступил какой-то период, я вот правда скажу, пока я жила в Красноярске, и вот открылась, слава тебе, Господи, филармония, когда я приехала сюда, я живу в снах. Я вот знаете, у меня тут все настолько кишит идеями, какими-то проектами, что-то тут вообще, это, дай Бог, я утром встаю и говорю, Господи, дай мне здравия. Больше ничего не надо, я все остальное сделаю сама. И вот это, знаете,
самое огромное счастье — делать людей счастливыми. Я живу в знаках. Я утром встаю, мне хоп сюда, я сразу, ага, я вся в знаках. Мне, вот знаете, вот даже, может быть, это, знаете, когда ты искренне любишь свою родную землю, может быть, Боженька, он же видит, наверное. Я это ни в коем случае, опять же, не к себе, но, наверное, так суждено. Вся в знаках, вся в символике, вся мне говорит, куда надо мне идти, как мне надо сделать, что мне надо. Не вопрос. Я всегда своих землячков прошу, моих дорогих земляков прошу. Не надо меня просить ничего, чтобы я делала. Не надо. Я все буду делать сама, только вы мне чуть-чуть подмогите. И все. Остальное будет все шоколад. Вот интересный момент. Ага. Я на бумаге, допустим, читаю свой стих этот. И первый раз отсматривала, помнишь, пригласила. Я чувствую одно. А клип смотрю, вот мне это что-то эпическое. Настолько вот, все это приподнимает, вот это видео. Я вот эти слова. И я все время поражаюсь разности своего восприятия. Потом снова читаю. Нет, вот сейчас смотрела клип опять. То же самое чувствую. Я показала этот клип своему сыну. К сожалению, ну, как говорят, сапожник без сапог, он не знает языка. Но он расположен к языкам. Я думаю, что все-таки он это хорошо будет язык знать, свой родной. Но ему достаточно было услышать эпиграф, то, что Галина Григорьевна написала. И этот молодой человек прямо сидел, он за компьютером. Ой, мама, я даже встану. И он вот встал. И я, вот знаете, я так это отпрянула. Я, знаете, хочу все-таки, немножко много говорю я, наверное, простите меня. Вот сегодня у нас, сегодня должен был присутствовать Венедикт Григорьевич Карпов. И так как его сегодня нет с нами, мы очень попросили, чтобы Толя Сутриков сегодня был здесь, как-то нас разбавил, человек, который действительно знает хорошо язык, чтобы он что-то сказал. Знаете, я про Галину Григорьевну, допустим, да, про Емелю Александровну могу говорить очень долго, сутками, можно сказать, очень хорошо знаю. Но последнее радостное такое событие в нашей жизни. Галина Григорьевна очень долго руководила писательской организацией нашей в Хакасии. И была, ну так скажем, не то что обойдена вниманием, не что. Вот радостная весть за, я думаю, что практически вот за эту книгу, за серию циклов стихотворных сборников, она получила премию имени Насира Баншабалинова на уровне нашей республики. С чем я вас поздравляю. Книга Элемина Хайхазам. Я, знаете, хочу здесь сделать акцент на треугольник такой. Автор, композитор и исполнитель. И еще есть другое сословие, мы с вами слушатели, так скажем, да? В художественной литературе это автор, читатель и критика, допустим, да? Треугольник такой тоже существует. И автор пишет, ждет какие-то отзывы на свое произведение. Читатель читает и делает выводы свои, как он написал, хорошо или плохо, допустим, да? И вот потом уже вступает в дело тяжелой артиллерии, это критика, уже профессионально оценивает произведение. И вот, исходя из этого, вот, в данный момент по нашему мероприятию хочу привести маленький пример. Это в прошлом году вот этот вот треугольник, автор, композитор, исполнитель. В декабре месяце мы отмечали 95 лет Михаила Ремишевича Чайкова. Это было в музее, в Парижском музее. И как-то случайно, что ли, или по словам нашей замечательной певицы, тоже опять же сверху,
я оказался соседом директора музея. И что меня поразило, Галина Григорьевна сидела немножко впереди, как носитель нашего родного языка, она постоянно на такие мероприятия приходит в Хакасской Булаке, чем она обращает внимание людей. Да? И вот мы с Андреем сидим и приглашает Людмилу Александровну спеть вот эту вот песню. Ну, Михаил Ильич Кочешаков, значит, аксакал, хакасская литература, и как бы в тему идет. И когда вот она запела, вот эта вот аура, именно я, опять же, не побоюсь этого слова, связь с космосом, все сидят, молчат. Я тоже, так скажем, заслушался и как-то нечаянно посмотрел на своего соседа, кандидат исторических наук, так скажем, да, побывал во многих странах мира, посмотрел кое-что невероятное, можно сказать. А я ничего ему не сказал. Сидим, я ему просто притронулся к коленку, сжал, так скажем, чисто по-мужски. Он того кивает, а у него слезы. У Андрея Иосифовича, вот вы понимаете, вот из глаз слезы текут, да. И вот эта вот аура такая положительная, скажем, от нашей народной артистки, ну, многие участники этого мероприятия, ну, не знаю, как это сказать, допустим, да, а вот она умеет преподнести так песню нашу хакасскую. Ну, что лишнее говорить, мы все были свидетелями, как она здесь, вот, сняли, да. И вот в жизни не зря же она получила такое высокое звание народной артистка Хакасии. Она закончила петь, и тишина. Андрей встал, можно сказать, одним из первых начал хлопать. Ну, мы с ним давно знакомы, проходили переподготовку армейскую, из одного котелка кашу ели армейскую, и поэтому я к нему просто Андрей Анатолий встал, похлопал, потом Анатолий говорит, прости меня, извини, это вот жизнь наша. Если ты проникся в сущность этой песни, то, что, как она спела, очень жалко, что сегодня нет композитора нашего, Анатолия Такушова, очень тоже невероятная личность. Я говорю, я тебе должен, как представитель коренной национальности, я тебе должен благодарить, что ты почувствовал, что ты понял, что означает для нас, допустим, для хакасов, наш родной язык. И Галина Григорьевна тоже была, ну, так скажем, дочка, когда у нее был. Я видел, сидит, и это самое. Но я буду нюней его видеть. Я на что обратил внимание, ну, так скажем, тоже, не буду скрывать, чувствовался. Людмила это тоже несколько раз так иногда Не могу там вообще все. У меня такое ощущение было, что сейчас она расплачется. Такие слова так забьют сердце человека. Поэтому спасибо вам, наши коллеги, что вы нам сделали этот подарок, такое мероприятие провели. Ну, а в одном языке, конечно, можно говорить бесконечно долго, о богатстве. Действительно, вот мы сейчас втроем сидели, разговаривали здесь. Бывают такие моменты, когда вот действительно не сможешь перевести, довести до слушателя значение вот наших хакасских афоризмов, допустим, да? Спорим, сидим, все знатоки родного языка, специалисты, так скажем, да? Но тем лучше для нас.
пока у нас идет такой диалог, такой спор, я надеюсь, что наш родной язык будет жить, развиваться. И дай Бог нам всем наслаждаться, как уж неправильно подметили, мелодиками нашего языка. Анатолий Егорович, можно вопрос? А вот как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы вот язык сохранялся, кроме того, что Людмила Александровна сказала, что брать и учить язык? Это основное. Да. Брать и учить. Да. Вот что еще? Видите, вот недавно, помните, дискуссия здесь по передаче, это там было, ну, как бы, надо похоронить хакасский язык, там он никому не нужен, пользуется только на бытовом уровне. И у нас тоже в редакции, вот, разговор зашел об этом. Ну, начали, кто он такой, почему он так поступает. Я сидел, слушал. А знаете, говорю, ребята, я его знаю. Я раза два, по-моему, принимал участие в его прямых эфирах. И по одному языке разговор заходил. Вопросы были, к моему удивлению, да, от русскоязычного населения города Абакана. И вот по вопросам художественной литературы. Прямой эфир, да? Да, прямой эфир шел, ага. И по вопросам творческого процесса, да. И вот жители Абакана интересовал, допустим, хакасские поэты, которые пишут на русском языке. И в том числе, допустим, про Анатолия Криштанова. Я в одно время с ним учился. Он иногда тоже плакал от досады. Он родился в Абаканском районе, село Русковское, да? И вот он не был носителем родного языка. А учился на филфаке, ну, в смысле, на русском отделении. А там ребята были такие ушлые, ну, тот же Гений Миронов, допустим, да, живет в Прибалтике. Здесь в Абакане несколько человек, которые ходили одним именем Суворова, да? А что для этого, для сохранения и развития родного языка, я думаю, что, ну, понимаете, согласитесь, что нет таких указов, запрещающих. Ну, никто никому не мешает. Изучайте, разговаривайте, читайте. У меня внучка в национальной школе учится. Я так говорю, ты всех писателей знаешь. Я говорю, не только знаю, со многими работал, разговаривал. Вот про Сергея Черкова, допустим, да, Иван Костяков, Иван Костяков. Расскажи про них. Внучка говорю, у вас в учебниках все написано. Вы слышали, наверное, да, что в учебниках хакасского языка и в учебнике, по-моему, якутского языка по России были отмечены, когда вот Путин вел разговор о сохранении родных языков на территории России. И вот когда отметили, что в учебнике хакасского языка и якутского языка очень высоко ценятся на уровне Москвы, естественно, было радостно. Я говорю, вот у тебя же учебники есть. Там снимки этих писателей. Сиди, читай. Ну, дед, да блин же, ты их знаешь, ты давай мне расскажи такое, что не написано в учебнике. Я начинаю рассказывать, допустим, чем отличался Сергей Черков, допустим, от Ивана Костякова, да, или другие писатели. Или Галина Григорьевна Казачинова, Фантина Григорьевна Шубаева, примерно, да, подружки хорошие. Очень отличаемся по творчеству. И вот, что меня порадовало, слушает с интересом, что-то там записывает, и приходит на другой день, меня обняла, чмокнула в щечку. Я тогда пятерка получила. То, что я начала рассказывать, никто нигде ничего не слышал и не знает. У меня спрашивают, говорят, а ты откуда ты знаешь? А у меня деда с ними работал. В таком плане, понимаете, ну, я думаю, что... Хочешь добавить, да, что-то?
Я уже говорила, держали его вот до презентации, чтобы вам показать первыми. Тем, кому нужно сюжеты, на флешке, пожалуйста, или в почту я вышлю, а в социальные сети у филармонии есть своя группа. Мы в течение сегодняшнего дня, у нас там очень много активных подписчиков, зальем в первую очередь туда, мы выложим это на сайте. Мы, поскольку авторы нам разрешили, это не нарушение авторских прав, они даже хотят это будет в YouTube, и дальше уже все зависит от вас, лайкайте, тиражируйте, сегодня это делается так, все знают, и он будет в сети, то есть это будет общедоступное видео. Вот вы знаете, я чуть-чуть тут буквально 2 фразы, мне вот, когда я вдруг приходит мысль вот эта, да, если бы я не знала Тадала Хакасталь, у меня, знаете, вот честно сказать, у меня обморочное состояние, я падаю, мне думаю, Господи, если бы я не знала этот язык. И вот правильно вы сегодня сказали, задача-то в том, вот лично я свое мнение говорю, что так хочется на весь белый свет закричать, послушайте, какой хакасский язык сладкий, а вы его не знаете. И вот знаете, вот честно, благодаря вот этому эпиграфу, который вот написан Галиной Григорьевной, я думаю, всем захочется. Вот, в чем же там сладость? Тадал хакасталем. Боже мой, так как скажешь по-хакасски, честно, никогда по-русски не скажешь. Это я точно знаю. Спасибо большое. Ну, я хочу тоже, как руководитель этого учреждения, сказать огромное спасибо, что вы пришли именно к нам. Это знаковый год литературы. И, конечно, все писатели, это все мероприятия, посвященные этим всем событиям. Это наше мероприятие совместное. Очень рада, что Людмила Александровна пришла к нам. И огромное спасибо, что с нами, она всегда с нашими библиотечными праздниками. На всех мероприятиях у нас присутствует. Огромное вам спасибо, Людмила Александровна, за тот великий подарок, который вы сделали в Дню Республики Хакасия. Завтра у нас большой праздник для нас всех. День рождения Республики Хакасия. Поэтому и этот подарок, он зрел, это творческий подарок. Никогда творческий подарок не рождается в 1-2 дня. Он созревает как некий плод, и сегодня этот плод вы передаете нам, читателям, слушателям, всем жителям Хакасии как огромный подарок. Спасибо вам большое, Галина Григорьевна, за ваш текст, за ваш вклад в сохранение и развитие нашего языка родного. Потому что, да, как отмечали, просто Галина Григорьевна, когда возглавляла Союз писателей, она человек очень скромный, как все мы, впрочем, да, очень скромный, и она всегда старалась для своих членов Союза писателей всех продвинуть на какие-то высокие звания, титулы. И, конечно, вот так вот в тени как-то... И мы от всей души также поздравляем вас с этой великой премией, которую вы получили в этом году. Да, потому что та премия, которую вы получили, она заслуженная. И мы всей библиотекой вас поздравляем, потому что ваше творчество и ваши книги – это украшение наших фондов. Огромное вам всем спасибо, всем писателям, журналистам пишите, печатайтесь, вкладывайтесь в наши фонды, пожалуйста, а мы будем это все продвигать через чтение и сохранять будем наш язык, потому что вот совсем недавно я вернулась с Красной площади, там проходил Московский фестиваль книги России, где были представлены практически все субъекты Российской Федерации, и я там выступала с лекцией о роли библиотек в сохранении хакасского языка и продвижении чтения. И мы там говорили. И, кстати, очень много вопросов звучало на Красной площади от москвичей, от других представителей субъектов. Мы интересны, как Хакасия, именно тем, что мы делаем на территории со своими писателями, со своим языком, со своей культурой. Потому что в целом страна у нас многонациональная. И мы именно этой палитрой и этим многозвучием велики. Поэтому с праздником вас наступающим, с Днем Республики Хакасия. И с этим подарком огромное даже спасибо. Сегодня, Юлия Викторовна, представляете, мы же планировали в Министерстве культуры сделать. Даже сегодня, а где больше, как не в библиотеке имени Николая Георгиевича Домашакова, должно вот это вообще происходить. Понимаете, все